часто героями современного становятся показанные рекламы персонажей, и мы слепо следуем за ними, пытаясь доказать всем мощность и крутость чужой нам культуры, порой не понимая, что эти герои скопированы с наших, русских. Легендарный шпион, легко владеющий всеми видами оружия. О нем мечтают все окружающие его особы женского пола. В Америке его называют Джеймс Бонд, а у нас Штирлиц. Или просто Максим Исаев. Проституток свысока. он совершенная машина, созданная изменить будущее. Суперсовременный робот в человеческом теле. Американцы называют его Терминатор, а мы в Советском Союзе Электроник! Сыроежкин я! До невиданных чудес. Когда страна полна раскола, когда надежды нет, это они, команда супергероев, способны изменить все. В Америке их называют Мстители, а у нас, в Советском Союзе, их называют неуловимые Мстители. Валерка! Яшка Цыган! Танька! Танька, а где твоя сестра родная, Ксанка? Я в это не выйду. Ради факультета! Самка я! Неуловимые Мстители! Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте поаплодируем нашим героям погромче. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы рады вас приветствовать на нашей студенческой весне факультета математики и информационных технологий. Сейчас вы увидели три трейлера. Это трейлеры американских киноблокбастеров. Но никогда, я уверен, никогда ни один из вас не задумывался, что эти блокбастеры просто скопированы с наших отечественных видеофильмов. Вообще, советский кинематограф привнес очень много в это искусство в Советском Союзе. И теперь у нас встает вопрос, кто же на самом деле является настоящим героем нашего времени? Поехали! Добро пожаловать в детскую сказку. Давайте мы вспомним самых любимых героев. Хоть они иногда были и не совсем главными, но они играли очень и очень значимую роль в нашем детстве. Мы всегда о них думали и стремились стать лучше, для того, чтобы не совершать какие-то проступки, или же наоборот, становиться богаче, иногда посадить дерево и стать золотым и счастливым, как Буратино. И не быть какой-то марионеткой в театре Карабаса-Барабаса.
человека судить, поэтому надо. Ого. О, девчонки. Девчонки. А? Эй, куда? Ленточку вон забыли. Опа. А это что? Колечко женское. Девушки! А, убежали уж. Ну ладно, что? Колечко так. У меня мама девочку хотела как раз. Сейчас и примерим. Так, на какой одевать? О, отдел. Ух ты. Слушай, подошло вроде бы колечко-то. Кольцо подошло. Что? Новый хозяин надо. Вы кто, ё-моё? Шайтан, что ли, какой-то, а? Скин? Не, помогаем мы тому, кто золотое колечко наденет. Мы двое из ларца, одинаковые с лица. Так, погоди, я ж колечко нашел. Нашел, я, значит, его одел. Ага, И что я могу сейчас все, что захочу, попросить, да? ага. Ух ты, слушай. Это могу, значит, я богатство, да? Ага, Бессмертие. ага, Красный диплом. ага. Так, нет, все, стоп. Хочу, значит, я... Ну, по мне, наверное, ясно, да, что я хочу? Кафтан хочу красивший, чтобы был с красными этими пуговицами, да, и чтоб с кармашками был, вот как у парня, да? Такой вот можете, вот только получше, не как у него, чтоб инкубаторскими не были. Можно такой? Ага, Ой, ну слушай, здорово. будет исполнено. Ну давай. А!
О, другое дело, да? Не то, что там выбежал в этом. О, какая рубаха, и пуговицы, и кармашки. Почти как у членов жюри, прям как у меня лучше. Ну что? Пойдешь за меня? Конечно. Да? Вот так вот, да? Как оборванцем был, так пошел вон, да? А как все, рубаху одел красившу, да? Как чистую, как все, люблю, значит, да? Не нужна ты мне. Хочу я в королевство, к принцессе. Эй, молодцы, записывайте! К принцессе, в королевство! Будет исполнено. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц ко мне примчался на серебряном коне, и встречали нас танцоры, барабанщик и трубач, 48 дирижеров и один сильный скрипач. Парарура, парабарара, парабапапарарура, парабарара, парабапапарарура, парабарара, парабапапарарура. Хоть поверьте, хоть проверьте, это был чудесный бал, и художник на манжете мой портрет нарисовал и сказал, мудрец известный, что меня милее нет. Композитор пел мне песни, и стихи читал поэт. Парарура, парабарара, парабапапарарура, парабарара, парабапапарарура, парабарара, парабапапарарура. Хоть поверьте, хоть проверьте, так плясал я кадриль, что 13 кавалеров отдышаться не могли, и оркестр был в ударе, и смеялся весь народ, потому что на рояле сам король играл кавот. Парарура, парабарара, парабапапарарура, парабарара, парабапапарарура, парабарара, парабапапарарура. Хоть поверьте, хоть проверьте, я вертелась как волчок, и поэтому, наверно, потеряла башмачок. Но когда мой сон растаял, как ночные облака, на окне моем стояли два хрустальных башмачка. Парарура, парабарара, парабапапарарура, парабарара, парабапапарарура, парабарара, парабапапарарура. Увидел я тебя, принцесса, и понял, что жить без тебя не могу. Не принцесса я, обычная девушка. В 12 часов
волшебство пройдет, и стану я обычной служанкой в доме у мачехи и сестер. Не разрешит тебе, король, жениться на мне. Так и я, Золушка, не принц, парень я простой. Ну ничего, мы с тобой все вместе. И свой замок, и жизнь в достатке вместе. Только ты и я. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Мы становимся старше. В нас появляется юношеский максимализм и желание идти против системы. Это выражается во всем – в стиле одежды, музыке и, конечно же, кино. Мы спешим взрослеть, не замечая того, как забавно мы выглядим, пытаясь казаться взрослыми. Да и как тут заметишь, если с экрана на тебя смотрят такие уверенные, сильные и независимые современные герои? Бывает время, словно век, и в это время человек стремится отыскать ответ. Он бледен, мысли томно кружат, и тяжким грузом на груди лежат и беспощадно душат. На какое дело хочу попуститься? Каких пустяков боюсь? Хозяйки. Впрочем, ну зачем я тогда теперь думаю об этом? Разве я способен на это? А разве нет? Ты ведь это не ради фантазии, не для того, чтобы себя потешить. Нет. Из нужды. Жизнь тебя вынуждает. Да, и то верно. Я ведь и не посмел бы, если бы не эта жизнь, не эта нужда. Интересно, чего больше всего на земле люди боятся? Нового шага, нового собственного слова они боятся. Да, верно. И все-то они из-за своей трусости только и не способны решиться на шаг. Нет, а вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил, уверяю тебя, без всякого зазрения совести. Нет, стой! Осмелюсь ли я приступить? Или я тварь, которая дрожит? Смотри. С одной стороны, злая, никчемная, никому не нужная старушка. С другой стороны, сотни, тысяч семей, гибнущих в нищете. Одна жизнь и сотни тысяч жизней. Одна жизнь и сотни тысяч. Так ведь тут арифметика! Арифметика, вот именно. Одна жизнь и тысяча жизней. Господи. И неужели я в самом деле возьму топор?
убить по голове, да? Ты ведь знаешь, что делать. Возьми топор, убей ее, убей ее. Нет, Господи, ведь я же знал, что не посмею. Так чего же я себя до сих пор мучил? Господи, Господи, покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой мечты моей. Господи, свобода, свобода. Время сейчас или никогда. Ну же, бери топор, убей старуху, убей ее, убей, убью! Как бы не выронить, как бы только не выронить. Сейчас, сейчас, сейчас! Иногда не перешагнешь, будешь несчастным. А если перешагнешь, станешь еще несчастнее. Да, Машка, вот это Голливуд нам заснял, а? Преступление и наказание. Даже зал аплодирует. Мне понравилось. Ди Каприо так классно сыграл. Ди Каприо? Ты где там Ди Каприо вообще нашла? Я его не видел. Вот видишь, какой это актер, ты его даже узнать не смог. О, узнать не смог. Ди Каприо, Ди Каприо. Ты мне все мозги уже, если честно, своим Ди Каприо продикаприла. Угу. Он у тебя и на стенке в комнате висит, и на тетрадке, и на учебнике. В телефоне даже заставка. И та Ди Каприо. Угу. Он мой кумир, он такой замечательный. Ну ладно, Русланчик, вот как раз мой подъезд. Давай, пока. Я очень рада, что у меня есть такой замечательный друг, как ты. Эх, Машка, Машка. Вот все эти актеры, они же никогда тебе не сыграют настоящих чувств. Машка, Машка. Я строю мысленно мосты. Их измерения просты. Я строю их из пустоты, чтобы идти туда, где ты. Мостами землю перекрыв, я так тебя и не нашел. Открыл глаза, а там обрыв. Мой путь закончен. Я пришел. Bundles of flowers away through the hours of cold. Winter shall howl at the walls, tearing down doors of time. Shelter as we go.
surface far below these words. Руслан, мы уже опаздываем, ну пойдем скорее, у нас ведь билеты на концерт вот-вот уже начнется. Куда мы идем? На какой концерт? Ну как на какой? Ну Лёва из Би-2, он же ведь такой великолепный. Стоп, подожди, какой Лева? А Ди Каприо? В Ди смысле? Каприо это уже прошлый век, ну пойдем скорее, вон наши места, идем, Зря, идем. смотрите. О, Маш, может нам сюда? Смотри, здесь фуршет. Почти сюда, вот здесь наши места, идем скорее. Смотри, смотри, начинается, тише, тише.
замечательный. Знаешь что, Маш? Я тут подумал, мы с тобой в школе сидели за одной партой, а теперь учимся с тобой в одном университете, на одном факультете, и, знаешь, я устал. Я устал быть похожим на твоих кумиров. Я не красавец и не актер, меня не печатают на обложке журнала Forbes, и я не могу тебе дать чего-то высшего. Но, знаешь, я могу дать тебе самое главное. Но, к сожалению, ты можешь это променять на какой-то автограф своего Ди Каприо. Да что тут говорить, Маша? Пока. А потом неожиданно наступает 18. Мы поступаем в университет и уезжаем из родного дома. В это время мы взрослеем по-настоящему. Больше никто не звонит, чтобы узнать, где и хорошо ли я покушал. Больше никто не волнуется, надел ли я шапку. Но почему-то эта свобода не приносит той радости, которую мы ожидали. И все чаще вспоминается детство, где родители такие молодые, где самая красивая принцесса – мама, а самый сильный богатырь – папа. А ведь и у них были свои герои. Когда весна придет, не знаю, пойдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и мне погоду дорога. Этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил, моя душа полна тобой. Зачем на белом свете есть безответный
что, будущие герои социалистического труда, рабочее время закончилось, все по домам, а я пошел девушек провожать. Спокойно, спокойно, ну что сразу-то, ладно? Девушки, вам куда? Не знаю, конечно, куда вам с девушками, а нам в кино. Говорят, там фильм про любовь. Интересно, страсть. Ой, девочки, девочки, у меня папа достал дефицитные билеты в цирк. Пойдемте? В цирк, настоящие. Пойдемте, пойдемте. Олечка, а ты пойдешь с нами? Твой билет, кстати, у меня. Сядь вместе рядом. И если ты захочешь, я тебе сладкой воды куплю. Не сегодня, мне на работу пора. Как на работу? Смена ведь только что закончилась. И опять на работу. У меня мама старенькая, ей помогать нужно, поэтому и приходится еще работу искать. Как ты только все это успеваешь? Ничего страшного, главное с радостью ко всему относиться. Вот месяц отработаю и в Москву поступать еду. Физкультурную. Хочу стать как Ирина Роднина. А маму с собой заберу. Что ж в Москве мне работы не найдется? Ну это да. В Москве-то найдется. Пойдем, Олечка, хотя бы до дома провожу. Кто же он, мой герой, жду его одного, верю, счастье в трудных тысячах раз. Зацветет заря порошину. Я хочу, чтоб был хороший он. Сад ты мой молодой, словно май, расцветай солнцу ясному девиз. Где ты, счастье, отзовись. Я одна, и весна вся в лучах согревает радостью меня. Не придут все мечты, расцветут, как цветы, знаю друга, скоро встречу я. Свет весенний в теплом саду. Счастье, где ты, я тебя так жду. Сад ты мой молодой, словно май, расцветай солнцу ясному девиз. Где ты, счастье, отзовись. Сад ты мой молодой, словно май, расцветай солнцу ясному девиз. Где ты, счастье, отзовись. Ну что, девушки, куда вас проводить? А чё, куда? Мне тут недалеко, до университета. Университета? Девушка-то у нас научная. Небось, будущий агроном? Так это ж популярность. Еще и «Жигули» выдадут. Вот повезло, да? Молодец. Hey, again, you're on the road.
Ой, девочки, цирк это что-то. Видели, какие там клоуны? Вот это да. А дрессировщик льву прямо в пасть свою голову засунул. Я аж обомлел. Вот это жизнь. Каждый день непредсказуем. Выходишь на арену, публика волнуется, тигры в клетке мечутся, глаза горят. Собираешь всю смелость в кулак, и миг, публика овации. Вот из меня вышла бы такая дрессировщица. Ага, дрессировщица. Вы, девочки, зайчья душа. Лев только рявкнет. И все. Пятки так сверкали. А вот и нет. Я справлюсь. На заводе у нас план одинаковый? Одинаковый. Вон сколько вагоновожатых девочек. Мы не только дрессировать будем, но мы и в космос полетим. Вот и полетите. А мы пойдем, да, пойдем. Ну, цирк это что-то, я тебе говорю. No matter where you are, light us up. We gon' start a riot tonight, tonight, tonight. Put your hands up to the sky. Flames so red like blood, fire, fire. Oh, burn it up like a blood fire. Light it up like a blood fire. Burn it up like a blood fire. Blood, blood, blood.
Еще совсем полвека назад наши родители смотрели с телеэкранов абсолютно на других героев. Это были обычные простые люди, которые заслужили свое звание благодаря своим поступкам. Это герои Великой Отечественной войны, герои труда и легенды спорта. На них равнялись наши родители, на их мужество, упорство и трудолюбие. Сегодня мы видели разных героев, вымышленных и настоящих, героев, которых мы сами придумали. Но есть одни герои, которых никогда не покажут по телевизору. У них нет толпы фанатов. У них нет Оскара. Но зато у них есть самая главная суперспособность. Это терпение и любовь. И эти герои, конечно же, наши родители. Именно они сопровождают нас всю нашу жизнь. Именно они являются для нас главным примером. Наверное, будем тише смеяться. О-о-о. С улыбкой новое детство листая, какими были и какими стали. О-о-о. Все быстрее оно наступало, наше завтра начнется с утра. А сегодня нам кажется мало того, о чем лишь мечтали вчера. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильной. Жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Когда нам будет серьезно за 30, бояться будет кого-то влюбиться. О-о-о. Расскорее шаг, просто жизни, достигнуты цели в порядке мыслей. О-о-о. И пусть все так же катится, сменяют лето зимы. И пусть пускают пятницы, пока мы молоды, пока мы любимы. Жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильной. Жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильной. Жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Жизнь не кончится завтра. Ты успей все сказать мне. Ты не бойся быть слабой, я с тобой буду сильной. Жизнь не кончится завтра. Ну что ж, огромное вам спасибо за теплую поддержку. Мы рады вас видеть всегда на наших концертах. Приходите. Спасибо и до свидания.